Коми введен противопожарный режим. О готовности региона к пожароопасному сезону в нашей программе рассказала министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Киселевич. Екатерина Александровна, здравствуйте. Пожары в Свердловской, Курганской областях. Пожароопасный сезон только начинается, но вот такая уже картина. Что делает республика, чтобы избежать масштабных возгораний в этом сезоне? Добрый день. Действительно, этот сезон знаменуется тем, что очень серьезная, сложная обстановка на территории Курганской, Свердловской и Тюменской областей, где уже работают наши ребята, помогают другим регионам в тушению лесных пожаров. Это действительно такое бедствие для региона, это страшно, поскольку не только леса, но и населенные пункты страдают, как мы видим, и даже есть, к сожалению, и человеческие жертвы. Это способствует лесным пожарам несколько факторов. Это высокая температура, отсутствие осадков, наличие горючего материала и сам источник огня. И как раз вот на территории этих областей очень много баллов фиксируется. То есть это антропогенное воздействие человека на природу, что и вызвало такое количество пожаров. Ну и ситуация усиливается сложным шквалистым ветром. Поэтому сейчас активно там идет наращивание сил. Наши ребята помогают в Тюменской области, 50 человек направлены. Мы можем помочь пока другим регионам, поскольку на территории нашего региона все стабильно. В настоящее время мы, конечно, мониторим погодные условия. На май прогнозируется на конец мая повышение температуры, но, наверное, к этому времени ребята уже вернутся, чтобы все силы были готовы. А что касается подготовки, то в первую очередь мы проанализировали по окончанию прошлого сезона все особенности его прохождения, поставили для себя ряд задач, начали подготовку еще с конца 2022 года, и проверка, которая была внеплановая готовность региона, показала, что регион готов. Говорят, там, где выгорели населенные пункты в названных ранее областях, даже пожводоемы были пусты. То, что касается территории населенных пунктов, то здесь уже работают МЧС и комитет ГО ЧС. И как раз оснащенность, готовность муниципалитетов, это уже обсуждается на комиссии по чрезвычайной ситуации. Это в регионе возглавляет глава Владимир Викторович Уйба. И готовность муниципалитета к пожароопасному сезону не только связана с территорией лесного фонда, а в целом каким-то чрезвычайным ситуациям на территории муниципалитета. Это уже другие органы. Но здесь отмечу, что важна слаженная командная работа, поскольку огонь может как перекинуться из лесного фонда на территорию муниципалитета, населенного пункта, так и наоборот. И вот как раз вот такие случаи фиксируются. На территории Свердловской области загорелась пилорама, и потом уже это пошло на распространение на лесной фонд. Поэтому здесь очень важно слаженную работу, но здесь коллеги, конечно, мониторят. В прошлом году вы говорили об увеличении штата сотрудников Коми лесопожарного центра, об оснащении пожарной техникой, оборудованием и о создании 2 авиаотрядов в Усинске и Инте. Что из этого удалось сделать? Мы продвинулись в достижении этих задач. Нам удалось направить на обучение 4 человека на летчика-наблюдателя профессии. Это несколько месяцев, очень серьезная подготовка, как теоретическая, так и практическая. Ребята успешно сдали все экзамены и уже вернулись на территорию республики. То есть у нас на 4 человека увеличилось количество летнабов. Далее мы полностью укомплектованы у нас по ДПС. По лесным пожарным мы начали с 1 мая прием на временные должности на как раз пожароопасный сезон. Что касается создания авиаотделений на территории Усинска и Инты, то здесь мы продолжаем работу, поскольку требуется привлечение федерального финансирования. Работаем с федеральным центром. Появилась ли у лесопожарного центра своя авиация и можно ли сейчас использовать беспилотники и дроны? Мы заключили необходимые договоры на привлечение сторонней авиации. Это самолеты легкомоторной авиации Ан-2, Цесна, для того, чтобы мониторить лесопожарную обстановку и оперативно доставлять силы на тушение. А также заключили несколько контрактов с Коми Авиатрансов. 6 вертолетов Ми-8 в нашем распоряжении будут на этот сезон.
Какая профилактическая работа ведется с местным населением? Ждать ли жителям республики каких-то ограничительных мер? И это не речь о мангалах на природе, а вот вообще о выходе в лес. Что касается работы с населением, то данная работа она ведется постоянно. Еще до начала пожароопасного сезона мы ее начали. У нас утвержден соответствующий план, заключенное соглашение с ключевыми медийными компаниями региона. И на территории муниципалитета соответствующую работу ведут сотрудники наших лесничеств и леспожарных станций. Также подключили сюда активные органы местного самоуправления, поскольку все понимают, насколько работа эта важна, и противопожарная агитация тоже немаловажную роль здесь играет, а где-то даже и ключевую. То, что касается ограничений, то будем смотреть по обстановке. Что касается прошлого периода, то мы вводили дважды режим ЧС на территории региона, и, конечно же, это правовые последствия в виде запрета на посещение лесов. Это вынужденные меры, но я думаю, что все с пониманием отнесутся, потому что понимают, насколько это важно. Екатерина Александровна, спасибо вам за интервью. Надеемся, что лесопожарная обстановка в нашей республике останется по-прежнему стабильной. Я надеюсь, что прогноз погоды мы, конечно, не можем на него влиять, но у нас командная работа, мы оперативно будем реагировать на каждый случай.